Очередная, уже пятая за 3 месяца смерть солдатов таджикской армии и очередная попытка выдать убийство за несчастный случай. 20-летний парень Нурали Хайдаров прослужил 1,5 года. При передаче тела мертвого сына родителям Минобороны запретила показывать при прощании его лицо родственникам. Официальная версия: парень утонул. Но родители, нарушив запрет, осмотрели тело и нашли не только ожоги на лице, но и пулевое отверстие во лбу. Отец убитого парня не верит в версию утопления. Он сам видел след от пулевого ранения на лбу. По его словам, которые приводит Азади, даже часть лица его сына была обгоревшей, поэтому он не согласился с требованием представителей части не показывать лицо сына. При этом все чиновники, которые должны заниматься расследованием инцидента, открещиваются от комментариев, ссылаясь, что у них нет заключения о смерти Хайдарова, хотя его смерть произошла еще 4 дня назад. Буквально ровно неделю назад мы сообщали о смерти Азама Убайдулоева, новобранца, который накануне смерти позвонил отцу, чтобы пожаловаться, как старшие сослуживцы заставляют молодых есть мыло. На следующий день парня не стало. По официальной версии он совершил суицид. Уголовное дело было возбуждено против офицера, который своими пытками и избиениями довел парня до самоубийства. Хотя родственники считают, что парня все-таки убили. 2 недели назад 20-летний военнослужащий Парвиз Дустматов был зарезан прямо во время обеда из-за вспыхнувшей ссоры. Ответственные офицеры до сих пор не понесли наказания. Был арестован только второй участник поножовщины. Месяц назад 18-летний Абдувахоб Каюмов, по данным Минобороны, во время учений сорвался в пропасть. Однако проведенная родителями судмедэкспертиза показала, что парень скончался от побоев. До сих пор Минобороны отказывается признавать смерть неслучайной. 2 месяца назад Фердавс Рахматов, успевший отслужить всего месяц, был убит старослужащими. Причем изначально военное ведомство списывало убийство на солнечный удар. После публикации отцом снимков убитого сына со следами побоев военное ведомство признало факт убийцы.